Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 25 марта 2023 года, 17:01 по Берлину. И сколько это получается? 19:01 по Джахару. Сюрдик Юэль Танзил. Юэль Сюрдик Маршовый. Просто таджимал часик, полтора посижу алишь. Да он дочь, чувальшинсо. Да, и man серьезно дишь, мадайте, ой, надимал, дюнян омелдеш. Маран ханёш. Раз есть у нас время, где он. Так, где он? Молар, пучу, мацбахчун, наверное. Так. Витаю, пан. Витаю, дорогой. Нет, не сюда. Можно сегодня набрать, пан. Сегодня. Основная тема какая? Свободная тема. Я свободный эфир набрал. Просто сижу здесь за компьютером. Закончил все свои дела и думаю, дай зайду, просто поговорю о чем-нибудь, да, просто пообщаюсь. Не всегда же такие тяжелые темы, серьезные темы обсуждать. Можно любые темы, да. Так и делаем сегодня стрим. Во сколько? Ну, я не знаю, сейчас сколько у нас. 7-8. Ну вот сейчас 5, через 3 часа. Ты мне куда, в скайп хочешь набрать или на WhatsApp? Ну тогда слава Украине, героям слава, Дыня, героям слава. Да и особо нет, бож, да, ну немножко есть, ну не особо, бож, да. Убили, зал. Так, друзья, я что-то не могу самое. Вот, нашел я, что хотел делать. Ахадицал салам, умдуй умдат. Почему татар не получилось? Не понял, Иванов, ты о чем? Умумадат. Салам алейкум, алейкум салам, татар. Так, салам алейкум. А кто такие чачаны с Чачан аула? Это твои родственники? Дети мои, дети. Слава Путистану. Слава Путистану, да. Просто давайте пообщаемся, давайте поговорим о чем-нибудь. Где он? Стрим идет у нас в YouTube, как обычно, и в TikTok, друзья. Заходите, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим, где он. Гаст, я не знаю, Гаст. Наверное, знаешь, Гаст, КГБшники и ФСБшники очень много слухов обо мне распускают. Наверное, поэтому с этим все связано. И есть еще много стукачей, которые работают на Россию. Кстати говоря, Украина, у вас там очень много наших стукачей понаехало, чеченоговорящих, которые изображают из себя разные такие деятели. Будьте начеку, друзья, будьте начеку. Именно, наверное, поэтому меня и не любят, да. Когда ты говоришь правду, тебя не любят. Ну, что поделаешь. Я же не золотой червонец, чтобы всем нравиться, да. А кто такие Кистины? Это тоже твои родственники? Это двоюродные мои братья, все причем, да. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Чечня. Татары единственный народ, кто имел свое государство на территории РФ до империи. Ну почему же только татары имели? Ничего подобного, мы, чеченцы, свою государственность имели 1000 лет. 1000. Еще до нашего века
в греческих архивах указывается про нашу государственность и про наш народ. Есть такая цивилизация, наверное, ты слышал, Урарту называется. Так вот, это мы. Так, Диц Хаштоцек Хосан Европец Аштвам Бешам Буершхуз. Государство Урарта. Валейкум салам, ребят. Мадиц Хаштоцек Бо Хосан Европе Аштвам Бешам Буершхуз. Твам беш цавуцас, цигашавега цавуцас. Остаться был деятель шбюц, а сбюца рабу, иш болдель. Вот такие вот дела. Хаштоцек, дюц неран визи цавизи. Хау белбусо виза цавиза, вообще чувен, хонеран визи цавизи. Со золотой червонец усо масена виза цавиза. Мот беч был бюрчумшен цавизк, со ночи роман далулчен цавизк, со и проблем говорю, а так сун тюрал даук, например, разрешен ты был мелбешвик. Так, ладно, будем говорить по-русски. Урарты, хуриты были чеченцами. Салам из Бишкека, салам Бишкек. Как вы можете иметь ее 1000 лет, если чачанами изначально называли аварцев? Так, Галант. Ты можешь проходить мимо, это не ко мне, вот эту твою чушь твою слушать, мне абсолютно не интересно. Тех, ёкарёс, сэн малиня. Урарту не могут быть чачан, так как хуриты это кавказионы, а чачаны это тюрки. Да, понятно с тобой. Все, давай, иди отсюда, Галат. Ассалам алейкум. Сеёш, ашу сом, в отличие от тебя, например. Хочу я здесь ашол. Анонимный ники. Сеёш, ашу сом, дурчнех. Ях ищер. Ассалам алейкум, Оша. В ютубе мне не пришло уведомление в эфире. Ногчи, на связи, Оша. Ва алейкум ассалам, Амир Машволь. Асан, ты настоящий мужчина, мы любим и уважаем тебя, брат. Дуже дякую, родной Войнаски. А царство было, есть в истории, кто был королем. Интересно очень. Опа. Что поделаешь? Нет, у нас не было никогда монархии, никогда феодализма, у нас никогда не было рабов, никогда не было слуг. Ну, может, кто-то там на работу нанимался, а никогда этого, ну, по крайней мере, наша история, которая нам передавалась, никогда этого не было, и мы этим гордились. Раба иметь в собственности, это значит самому быть рабом считается у чеченцев, понимаете? Поэтому у нас не было ни королей, ни вельмож, и каждый чеченец равный и по праву, и по голосу. Валейкум ассалам, Антонио. Все народы имели свою государственность до Российской империи со своими басеньками тарахти на сторонке. Вот, кстати, тебе зашел тоже тут самый умный. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам, Азамат. Так, пророк Ибраим был хуритом, и он наш предок. Ну, я не знаю, он был хуритом, родной Войнаски, он нет или нет, но это было бы очень круто, если бы он был бы. А почему чушь парирую, если есть... Ну, чушь нельзя парировать. Уйти на твой уровень и нести твою чушь, это ну просто опуститься на твой уровень. Так, вот к нам черти забежали, да. Обижаются, когда правду говорят. А все равно, что итер моя чертиш, а шаешь гучевар мою шо. Валла биллаю говорю, у нас инте лата, что раз ты бобешил, мелил бюхом, и ночи кома, цимишил бюхом, а что гучевар мою. Валла биллаю говорю, что на маму атлашаш, ишт аддусерду. 91 год, а дитершу ад. Шумассера досьешь, шаешь, ёлшишун уничтожить, и не досьешь. Шумильш духашун. Шуцуген КГБ, ты бобеш, духил духашун. Ишун шутая хумашун дюсердачун. Ночи цимел анина гуйцун и дюсердачун. Ночи цимел мильна гуйца утервачун. Угаст уйсо.
حالل تا خای بو بالبل او بيش ولا حقامل دا اشسق هو ولا حچو ولا قوز بو بالبين قاست حقامل شديش مويا استيغا يولشا دكرچو تريو استوك بو سقما ياتسو بيرشا ياتسو سي ياتسو حچو ول هيتس اسو قامل صدا نوچي مويا سو ويرچ نوچي اشت نوچي جو دكرچو يشي يولشا دكرچوچ داخنس انتا نوچي عيدلا الصو ولا شيء جرتي لوش ما خلي ويرو ألر نوتشي عيدلا فيري تاترلر لوش دون سكوما ياتسو غازي هو هيتشو يال أحيوه تجاي تاسون سونجو انتريس ندق سو ويغير شوي ملو حاج حاجو يالو شنير هو ما يريل أصلا تريتي ميروي وين حين خيتك ألا تريتي ميروي بيوش بخر تشنير شو يالو صوبر ديشتو هاي نومر يازين سنومر تسويشر هونم شنير قوش شو يالا غاز عوما يريل هاتشو يالا قوز ميتك سوي غير شو انتريسنا ورسون سون شير قايقين قايقيني غاز ها هاتشو ويل دير اوران نور والله بالله كروتشي سقما واتسو اي بوچون دي اتشيخت والا ايوه حاجيت او بيرش واتسا حاجيت والله مرة دست میگردم مرة دیگه بایا واقعا دوام دو مرة هو تسویل غیر سویل جهازون اما یم یحتیز سویل باش نابو اما яцкиз اصلا уэти потом все равно нет даже элементарных школьных знаний чтобы говорить об истории ибо до у него 18 почти это гаст пагал шамаярил. Хочу она просто интересно же, давай. والله مليتي غوأس حويرو ال العيال ده جاز حو جاز يحو مليتي غوات سو حو просто حيوه حاجيتا والله جو интересно да сом тайп тукам долш да болш се гой сом авиче просто ночи эдла се гуиру бог уже чиркайкер вирсен лерло что угроза убийства в чеченском языке. У меня стрим на русском, вот здесь одна гнида, которая рассказывает, что она в Украине. Назовись просто, в Украине у меня есть люди, кто к тебе подойдут и поговорят с тобой. Мне очень интересно. Хайвел газ, хамаю сак газ таяю, газ тяц, газ ю. Давай, скажи мне, вот заходит человек и говорит, что меня здесь убьет, а он типа в Украине. Я знаю, что в Украине очень много шнырей, которые работают на русских. Вот лери наушник юаллей, митинги о. А я да шныри хосег маяцо, хайдеш ты очекал ум маяцо. Видишь, ты заходишь, говоришь, что ты хочешь кого-то убить, а не хватает. سواري داتيغا والله ايويتا خشو وانا قوزك حاجايتا هاي فاميلي تيازيه هاي تيازيه حسق مواتسو حسق والله комментарий чувал накар чубош камил ширецер ты не мужчина вот смотрите у вас вот этот шнырь по никам гаст работает на русских работает я в этом нисколько не сомневаюсь. Говорит, что он в Украине. Конечно, я сомневаюсь, что он в Украине. Ну, возможно. Назови свое имя, Гаст. Этот человек мне угрожает убийством. Родная война. Я полностью с тобой согласен. Да. Просто назови свое имя, мне интересно. Сагамел Даязда Цавиш, шнырь. Оказ YouTube, прямой эфир Юич. Там все записывается. Хотя она убешвала просто. У него нет духа, месяц. Я полностью согласен. У него есть, он говорит, что он воин в Украине. Я к тебе украинцев пришлю. Украинцев, воинов я к тебе пришлю. Вот чтобы вот с тебя за это спросить. Даже чеченцам я тебе не дам. Просто назови свое имя, если ты мужчина. Ты же воин. Ты же я юрист, обычный блогер. Ты же у нас воин. Ты же мне угрожаешь убийством. У чеченцев считается, если ты говоришь, я тебя убью, это равносильно, что ты уже меня убил, да? Так. Мечаю, шнырь, мечово. А? Собордил, шнырь.
Hasnir, az is tüteri muettan del, ne, ugrošieć, ne bojer boš, dec. Del segуется. Ты говоришь, кузбеш, на гэскшен болбеш. Я говорю, хошнырью гэскшен ты болбеш. Я говорю, некоторые там есть. И я знаю, о чем я говорю. Ты ответишь, а она, милуха, сегвала просто, чиркайкин мауя, ты мне только что угрожал смертью. Ну давай, хватит, должно ж духа хватить. Чакуэл, назовись имя. Он в Европе, вала, вообще мне это будет очень интересно узнать. Назовись, давай, или у тебя не хватает духа. Аслан не тратит драгоценное время на них, наверное, Аслан, он в компьютерных играх, ой. Ахиллесу пилейк ант терем дор Ахиллес волчина. Сегваларим шице эрдер, я записываю. То прямой эфир, YouTube чуаюч, записью. Söberdir, awal ins deqas qamyal madi, asins asen aldel bos, асовиреш, мамуй асун чиркайкин. Ты мне объявил кровную месть только что. У тебя хватает мужества. После того, как ты объявил мне кровную месть за то, что я тебе ничего не сделал, а я против ФСБ и России выступаю, ты мне сказал, что ты хочешь меня убить, что ты меня здесь убьешь. Мне интересно знать твое имя. Ты работаешь на русских, потому что других врагов у меня нет. Если ты мужчина, назовись, давай, зашел, вот у меня есть Рамадан, такой смелый воин, в Украине ты говоришь и так далее. Да, назовись имя, или ты шнырь такой обычный, да? Чуть говорю, я говорю, да, حسون شرقة قرية شو حداويني وشويني سوني إيش بسبيش شو هو ملو أنا سويك شو وال سويرو بوشويك قميل ده просто интересно мне, а? داويني وشويني أولد عم بيقول له شو وهيك شو هيك سويش مورا هيك سون ذكرت شوية غيرش مورا سكرين شوت احنا عملوا صوت احكي يرون عيد لقى دالوردون سي حط احكي حن هيو حن ميتشريو حن شنيري هيتسأل اه دون دايل ده هين فيتن دي شوي ها إما دي سوبردي سو فيتن دي شو وات ناغن غوش دون أسوليل دو سون تاع سون سشورت ناغ واستي بون سويت ثاني بون Цен хаун, сопитан деш, вала, WhatsApp. Все прекрасно знают, чем я занимаюсь. Ты же заходишь и говоришь, что ты меня убьешь. По-чеченски ты мне объявил кровную месть. Фактически ты меня уже покушался на меня. Давай. Ват дер изволарим, хуком шаву эйр мадари. Давай, подожди, оставь, что я говорю. Ты мне давай сказки. Все здесь записано, все здесь имеется, не волнуйся. Скриншот сделан, все сделано. Ты мне скажи, как тебя зовут. Давай. Шнырхал майорил. Хосег мават, хосег валари, а я зади децерсвик. Хобюху мё, питео. Хайдешт ачеквал сегватсо уйру алқамелдин инс қирел хайцетсош ашро ашчирон ирион аз онардыни гаттер хайце аласвик аз гойтон вайшинах асшан ти болбеш милу гойтой шаде го хаусвай ала омилу цеяққа цеяқ саце аслан юқ арцуев аслан юқса хайцеяққа аслан разуев мичауе сушая зеиши цесоцатиш абочина Ца видишь, Мухаммад, ца Франции, вала, ца Хумадалла, ничего не надо делать, я сам разберусь. У меня достаточно возможностей постоять за себя. Дерейс хульшон. Я с тобой, дерейс хульфорста. Всем спасибо. Баркалшон, дерейс хульшон. Ахмед дючинце. Фамилице Алиша. Минуха Алиштук, чешство вигер, сагукар. Ассаламу алейкум. Суюк. Вак. Союк вак. Хоуда вак асюк. Иншалла, очень плохие люди.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ауэл, да, и вот и ухашайга, горгаук, чиркайкашве. По-чеченски, если ты сюли вала разница свойном, сюли ночи. Там, если человек говорит такие вещи, громкие вещи, ну надо же отвечать за эти слова, зайти и такие вещи кидать. И все, и на этом, алейкум ассалам, зумсо. Вот и все. Они каждый раз, я не знаю, с какой целью они это делают. Заходят, чтобы... Я сейчас просто разговариваю, друзья, поэтому никаких серьезных тем обсуждать не собирался. Но человек заходит и говорит, давайте, я тебя убью. Хорошо, я тебе сделаю, как ты меня убьешь. Он умички ида мацаха вообще, дебил он майорил. Умички ида мацаха он. Чеквал, на конце чеквал, там хосагуат аларю юцон. А я хагайте, чувал, напиши свое имя, скажи свои данные, скажи, я такой-то, такой-то, обвиняю тебя в том-то и хочу тебя убить. И пришлю человека, чтобы тебя он убил. Так, что это он может? Я тогда официально, публично скажу, да, я поспешил, этот человек очень смелый, он достойный, я теперь буду с ним сражаться, Дион. И хосагвац с эларас ю уцердон. Чуэл? Со милити урон, ай самагат дия. Ас хополити, милити, масу ирга, ас ховойтер вон. А чуэл эл хобешвала. Ну ладно, кисагвацо, ладно, оставлю я тебя. Я думал, ты мужчина, а ты, оказывается, обычная балаболка. Да, да, шнырю коху майорил. Уверен ты. Уверен, Уксо, как я тебя узнаю? Скажи мне, я же должен знать, кто ты. Ну, зайди. Гайт, хоч иркайкеш, маусун, сосовигеш, мау, хагайт, покажи свое, личико покажи, Гюльчатай, открой личико. И уко, да. Хосуму озеру, хагичсун. Давай, да, секция Рилло оказывается. Ну ладно, тогда твоя угроза считается, короче. Тогда я отдам это, вот твое это дело, отдам куда нужно, короче. Потому что ты у нас недостоин со мной встречаться, Двион. Газ дагает, он хочет позитив получить. Саю позитив, гражданство, хаец уже, ошудить, а у позитивить. Ассаламу алейкум, вам с Гамбурга. Ва алейкум ассалам. Социал, ты модельный, ты уоруй, ховоуч. Терду, социал, билеты, это мое учусь, она ширует. Ассаламу алейкум, ассалам, собрат. Худеж, давно не писал, ну смотрел, дал дек, алвойла, ва алейкум ассалам, Аллах. Умдеш, ама, цаудеш, умадуй. Шайда, ваша вина, бой, причем тут Аслан? Дере, ты гледи, совье речу. Камил, шух ешеш, просто щедец, ди колда коле, маргам хикердец коле. Колда коле, я зёг иште, уй, вокар, тахчу, я зирчинг бош. حالا هایته ملیتی پلیتی ستانا ورس هایته حالا تل سگما واتسو اگروشیه چو واتسو نوشی واتسو حالا هایته ладно ويترويو عدي دوال يعر شوية نوجه ولوت إتايكر حيويو إيشوك حوايت كجراس سقوس عيش عشان مو زق عوش واتشو короче до свидания я с тобой да ладно. Путлери, наложницы, их зовут, как обычно, Наташа, Марина, Лена, Люба и так далее. Терду. Украине, убо. Эй, моумаяцква, мосегуацква. Чурчан, райва, ишься готи, анасы. Ладно, выторвай, здоровьемся. Спасибо, Сакрима, спасибо. Ашу, дал бухаста. Assalamu alaikum, aslan sürdü kul. Ve alaikum assalam. Maşvol beni.
شيء بيستخدم ياتروش بو وتأما تاتسول شو ما يحكان وشو عم دخو لرلوشة ويا تان تم تعدو ويا موحك عباح كان بو شاد يقدو إتا يسيو بني ما نو تان شو الأصحى دكر شوي ترو أصلا عادنا تيجي تعطيه وقت دكر شوي ترو بو تو وصل كميلا تو نوتشكا تصدوش كميلا سو جيني خزي وقت نوتش عيد لاش يسق وش أسر وينك حقو عين يعرق واولي أو هروين شون اشتدا سدا نيستل متكش بوي نو شو اشت كروتش قميل ديشك شو واش يتسال واش تجو قطع قميل شتو دايا هو سقوات صار جواب دو سقوات صار يوا كي احتريش كومنتاريش يا زو وانت دتو هو بشي سق ما ادم مدات صو يا ايمن حديلا دوي ويش مزني ما تصدي دخون عشيك لما انا سون عملوا فوق اردون دوك سيغه خوش Ладно, ожил дир краю, ибо дуэд, ожил дир краю. Отсюда цеха просто кузадаллак, иштюка валла, иштqamel да, например, тан ФСБ, ГРУ, кузамелил ичкери юбошил, сатил агентче, вахабиш юбошил, агентче, ишаеше сунт аяль совирер, чуйцау швацис. شو والإقامة دي شغل إز دبيليو سام نستياش شي كوارتن عقل سجاتيش سجوات تندر ويتروي دا واقع ده ويتروي социал Истанбул Иран дом милиции мовола لا ده شنيري سو ميليتي ورسو يعوب ميليتي سو سوق хотя она веришь, при чем здесь милиция, может кирвелацию, полиция. Скажи просто имя, ты же мужчина, назовись, ты же угрожаешь, тем более ты дома, как чего тебе боишься, просто интересно, дусу, отцел дох камелдин, сагуши, чему эрдат. Ай был бимо самое сбобер, что он свободный эфир, и один просто помил, что чувал Марган Ханьёиша, чувал Ирхса. На русском языке, кстати говоря, сегодня у меня стрим. Милухо виряч, эл ищуй, со виряч, арца оку чувал. Со лорд у бог. Лорд, сумца, жалите, ю лорд. Лорд деруацеро. Так. Лордо. Она в Европе, Аслан. Да, терду Европе аучон, терду. Ну, сум хуарду милух, ищи, цая, согласен. Ну, смотри, Гаст, у тебя не хватило мужества назваться. Человек перед тобой сидит, занимается какой-то деятельностью, ты ему угрожаешь убийством. У тебя не хватило мужества назваться. И ты говоришь, когда я тебя встречу, я буду говорить по-другому. Я тебя встречу. Я тебя обязательно узнаю, кто ты. Поверь мне, это не так сложно, как тебе кажется. И вот тогда мы с тобой встретимся. Обязательно. И посмотрим, кто ты и что ты. Нет, ты говоришь, что тебя разные хотят убить, если не ошибаюсь. Да, разные. Акадировер нуцу то, акадировер шнири умуэцу, нуцу муэцеро. Привет тогда Украине ауэцу, хуз Европе ау. Аслан, вы не в курсе, что там Кадыркин еще живой? Да, Саха, он живой. Живой Кадыркин. Зайди к нему на анкет, там видно, кто на него подписан. По их именам его можно вычислить. Амир, скриншот, он сейчас пока. Я не буду этим заниматься. Скриншот чаре. Цин гаст рельчан, название рельчан, то шерцу, на оло лицу ведолан. Дух всех карьеру. Хайн, хиллак бац бал, бинак буол. Все, ты уже в пролете, Гаст. Давай. Хосан беш сумел тут буаем, хочу хвех ждать. Ком Кадыра хочет убить, либо убил, либо попытался убить. Магомадов Заур. И минутишь, Амир, Магомадов Заур. Магомадов Заур. Ведь он хузир, мой он расследование, он милуку армаду.
Салам алейкум, дедек Дора. Алейкум салам, а шо? Чё дик возможно, ты ошибаешься, если ты думаешь, что невозможно. Очень-очень даже хорошо возможно. Милуис, и шо Тузик Мичавой, шо строитель халифата, потом демократ. Россия, убош, молезашон, шо тумсо. И худутиш, отцал Россия, дехалхилолсег, Россия мухирутиш. Бодуйтиш, адешсик. Рубая ты мусор из кирха научен подписки. Понятно, уж тигр наш бош. Платный наш бош. Ну, мадат, сон, инца вообще проблемы, а царь, милухи янчул, да. Короче, абуала хорбуэн. Шумассу серьезно, надо следствие ешь, сих ничего себе. Да. Санце Путин юссо люля нан аману. Так. Армаси Закаеви. Я не знаю, о каком мы. Он поехал за инструкцией, да. Поехал за инструкцией. Мегарду. Скорее всего, Берлин, ахер. Уй, гаст. Берлин, ахер. Умадец, гаст. Ой, абуал бирбу. Dion, that's. To dik monachel, chuella, da kerchiru. ده أصغر ورا ده كرش ويتنولش علي لا ما خزنا دقشو شاش ولي يودوت شاش مش قاتش شاش وي تتسخ شاين شي سوام دل شاي دا نا وري دا نوتش موخ شاي يوخش عشنا دقشو Терду, он провокатор. У него Борис Барзаев подписан. Я знаю номер Борис Барзаева. Це вечер, Борис Барзаев, Хармилу Хичанин, доедь дорогой зам. Хуар дуэн. Займусь, обязательно займусь. Хархиса Гуачи, ЦЛ. Да уже русом, я говорю. Давай, حقيقة حقلل بتشاو دير قيت جامبورجيا ولاس удовольствием ведь стаханя ушах قيت قصور مرة تدوس شيت سرستريم دا يحكا صدا وقال جامبورجيا ويك давай со гамбургер уэль само подсказать ты нацен хочу элал та условион это вообще хосовиряч мауё хай а фамилия тяли зарю хитео чтобы вообще это хосмертник мауё сегви публично интернет чё эрвачи ну это ли гала ночь говорим Германия, оризм, Гамбург, а скорее всего Берлине, а вот аж нырицу Берлине. Хаул, хаэл, хайтел, хачуэл, давай, хайтел, хатиул. Нет, не видел я. Анвель такой чуквак билан, мархибата, доинч до, что ушу, авам. Анвель мовацу, амабо. Оце, со вырубош, всякие худи боа, маэл боа. Uma mael boa publiczna sowiria, czy cało kuczuczuat. Și cel să găuat sărbotek dici. Мотует, соборне, причем здесь мотует? Сагоша уйрубовы. Человек говорит, что он убьет меня, он закажет меня, скажет кому-то убить меня. И не боится, это не по-чеченски просто. Причем здесь милиция, полиция. Человек говорит, что он меня убьет. Если у него хватает мужества писать, пускай он скажет. Не обращай внимания. Ну да, такие тут есть, ходят. Никто ему ничего не говорите, ни в личку не пишите, ничего не делайте. Я его обязательно найду и установлю, кто это такой.
если ему не хватает мужества называться, придется потратить немножко времени на тебя. Асабо бирбо, а Германия уйсун хао. Так, ладно. Асан, не обращай внимания на генетический мусор. Ну да, не надо спрашивать у самого Асан его пресс-секретаря. Асан всегда лайк, это они от зависти угрожают. Скоро, очень скоро все будет по-другому. Слава свободолюбивому чеченскому народу, слава Украине, героям слава. Василий, совершенно верно, спасибо за поддержку. Конечно, скоро не будет никакого КГБ, ФСБ, никакого ГРУ, и эти люди останутся без зарплат. И тогда они будут теми, кем они были всегда, шнырями в чеченском обществе. Те, значит, на которых ни замуж не выдают, не женятся, те, кто стучат на чеченцев. Вот эти люди и есть. Заел да гэз хомоерил. Сагят сайце эла цаяшил. He's the швахин цуй, he's the вулвелла. Well, да. Ладно. Я ему ничего не сделал, Жанна. Я начал разговаривать, зашел и этот начал понтанулся, что вот он здесь, в Германии, меня завалит. Здесь кому-то скажет и завалит. И по идее я должен был испугаться. Но я говорю, у чеченцев принято, если ты кому-то угрожаешь, или кого-то, даже чеченец, если кого-то убивает, случалось такое, он нес это тело к дому убитого и отдавал. Или если там кровную месть делал, он убивал или говорил, я убил, там ваш человек лежит. То есть человек прямо открыто говорил, что он делает. А сейчас настало время кадыровских, ФСБшных, ГРУшных сук. Вот эти суки здесь мне пытаются угрожать за то, что я их разоблачаю. И они боятся свое имя назвать. И все. Какая разница, Галахович? Да никакая, Гала, Сюли, Нохчи, Биовац. Просто человек зашел, и здесь я его поймал просто за одно место. И он теперь изгаляется, крутится, да, а имя называть боится. Ну назовись, если ты такой мужчина. Нет, эфир недавно начал. Ну полчаса, минут 40, как он начался. Он не человек, раз хочет тебя убить. Да, это никто это, да. А что вы ему ничего не сделал. Самое главное. Дейрухсом. جواب دلار داشت قبل دینک همو جواب دلار داشت هیچ ایاق شو هو جواب دیوشو هو دیوشو هیز دیشو هیچ کروتیت دیشو ایس ملبویتش سون خان Ukraina beş terş yoğarıyorsun, yek aşağıyon, yoğuş aşağıyon. No hasva vurul şu boğa. Hasegvala hayce ala prost kavigumatsa boğa. Hasegvatsa, berşvatsa. Hayce el. Wa alaikum assalam, aslamum diyashvat. Zakaya u isterdu, zakaya ve keruka. Huma duyvega kel, huma dert dika. Te... Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Это надо спросить так. Я целич, при комментариях я да ты он, темши надо, что дуй. Уйру богом, серьезно, умма, дуй, хаула, хаала, цаала. Ну ладно, дать. Ладно. Хоки умдирдо чуям хайрсон, он бадик диза. Просто хокуна даузит хосан беш боузит дадуицк. Марган сайхан неуш. Совирячула очереди вот визерона. Ватсу старый сунжир ват. Асан сюди крила дал визеламе. Царил два добривший, царил два. Самый вайн борт üst schena fitness дуайн уга.
Бекхан, войнук, мелдук агенч бугаишон, войн барцахелит. Старый советский агенч бухвойнука. Хинс уж Кадыровин духал бу, и шун бугаишон Кадыровин духал. Und als ani Kadirovi gari عيدل هذا كنسون ملأ شين تغيرش بوش نو رسين كلا حال بواتش إدوق وين دوتك إيوين دوز ديز نوحشي هيش ودوق داغرش قيتاهما داتشون قيتاهم داتشون ويبوغ هر ستاري سويتسكي كجبوشن نمنكلاتوريوي إيوق ويوتك Ассаламу алейкум, Швейцария. Валейкум ассалам, валейкум салам. Всех вновь зашедших приветствую. Валай, диедец, кучвай умнаш. Я здесь что не тит. Диедец. Просто чубовли, сейчас беги пойдем. Ассаламу алейкум, что произошло? Причем, так, валейкум ассалам. Ничего не произошло. Здесь вот учу, воспитываю агентов разных. دايلا يحصل يتي حاجة حسق وات بوحيك حاجة حد بوي اربوبوش قميل دي шо если ты мужчина назовись я тебе буду отвечать у тебя ни стыда ни совести нет ни стыда ни совести حسق валари если ты был хоть чуть-чуть мужчиной ты бы даже не писал бы эти комментарии понимаешь до того ты вообще ноль останься ногчик есть бы основном чечено говорящий вещь سوالسو مليتيوا полициوا отсовал айскас токвик хосун чирхайкеш мут я никакую полицию не пойду я тебе клянусь Аллахом не пойду никуда я не пойду просто имя свое назови я хочу как чеченец чеченцам с тобой решить вопрос ты же меня убить у чеченцев считается если ты сказал убил то считай ты его убил угроза убийства приравнивается к убийству давай будь мужчиной Будь мужчиной, назовись, зайди сюда, покажи себя. Я сам просто решу, ничего не изменится. Я просто скажу, я сам решу с ним вопрос. Терду. Украине, ауи, евро, гамбурги, ауи, ну уже обычно. Ну ладно, оставим его, да. Асан. Мое имя Рамзан. Рамзан, я не спрашиваю твое имя, я спрашиваю человека, который зашел и угрожает мне убийством. Асан, написав тебе угрозы на эфирах, они считают себя смелыми. Да, ну мне нужно знать просто, леди, да, не считают, что я написал, я ему там сказал, мы полчаса, я с ним переписывался. И я понимаю, что ничего они не добиваются этим, кроме того, чтобы просто сбить меня там с темы, отвлечь меня от темы. Просто мне интересно, какой чеченец позволяет себе вот таким быть. Мне этому интересно в лицо посмотреть, этому чеченцу. Что это за чеченец, которому говорят, ты не мужчина, он сам провоцирует, и как будто ему это не касается, дальше начинает говорить. Просто мне интересно, что за чеченцы такие пошли в последнее время, а? Вот до того, короче, разговаривают, как будто там серьезно. Я знаю, что если бы я им попался в руки, я просто знаю по материалам дела, я много читал, как они пытают людей, как они издеваются над людьми. Это вот такие садисты, маньяки, которые из себя ровным счетом ничего не представляют. Да, это чуть не чеченец, он чеченоговорящий. Вот такие вот. Стагуйру дерок. Сагуйру алар сагуирдо, что ночи матла. Сейчас сагуолчу хаал садис, сову хавирерч. Вот я человек, в моем понимании, я открыто публично сижу, занимаюсь правами чеченского народа. Заходит какой человек и говорит, я тебя убью. Ну хорошо,
Если ты меня убиваешь, ты должен объяснить, во-первых, за что ты меня убиваешь. А во-вторых, ты должен назваться. И ты же мужчина. А не мужчина, это тряпка. Да, я имел в виду, конечно же, кадыровцев. Я имел в виду не только кадыровцев. Я имел в виду ФСБшников и ГРУшников, которые работают. Старую советскую номенклатуру я имел в виду, КГБшную. Вот кого я имел в виду. Да, мы согласны. Ладно, не обращай внимания на них. Сколько внимания потратил на шоколад. Это у меня релаксация, Дион. Я так расслабляюсь. Ну что, ну это же одно и то же. Не совсем одно и то же, USA. Кадыровцы, да, они работают на ФСБ, там есть, которые работают на ФСБ и на Путина. А есть люди, которые против Кадырова, но они за Россию. Это старая советская номенклатура, КГБшная. Например, Кадыров Ахмад был из старой КГБшной вот этой структуры. И они всеми управляют чеченским народом. Так, ты помогаешь, да, конечно, помогаю. Не только чеченцам, всем, кому нужно. А план по протекторату для всех стран республики это остается после Рашки, можно создать, иначе как разоружить, обеззаразить от ОВ. Я не понял. План по протекторату для всех стран это останется после Рашки, можно создать, обеззаразить. Дался Стингер, Цевишун, Штиль, дался Вершо. Не надо ничего. Как долго еще будет Кадыров у власти, что думаешь? Не знаю я. Я не знаю. Ты косишь под чеченцев. Так. Мечауши, тумсо, мечау, милуоч, язеш, комментариях, язеш. Россия, умабоши, тумсо, далече наш. Хуза уалит, а доказательства, шалеш. Телеграм, чухен, аш ваш агент тумсо, короче. Агент ФСБ ГРУ. Куда сбежал ваш тузик, где он? سويتا ناغا نولك ايه حوالا هيتسألا سجوي سجم حواتر حوالا Так, куда ваш этот сбежал, О, дику амин, дал бухаста. Соук Николас Кейдж. Джаук я традицион, джаук я что ты. Как ты относишься к Закео? Никак я не отношусь. Никак, категорически. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Маш доволь. ديل دا جاست وعيد شورشان خا مغايش تحوي خا مثلا مدعوزي تاعه شورشان مغايش تا пойди ноте. Как ты относишься к предателям? Я категорично плохо отношусь. Бенджамин Остерих. Hayalla ahaytse alla şeytse olş değiş kamel. Şuma mayır nadı. Uçuğa çu doğru şeytse etse olş. Diku diku. دوقهم ذات أتصل عنهم ألشنا إلوش والله أخو أرمدو عاملوا ودو قيتيا حجرجلو دهون خاد دعاء أصلا أبتغى دي زكاوي جرجلو ده تشن صاخي لا داتي دوتك дому خاد он же боролся за независимость Чечни. Кто боролся?
Ну, говорят, слухи ходят, что ваш Тумсо в России находится. Я не знаю, правда или нет, но очень подозрительно. Почему-то его не видно ни в Ютубе, да, где-то в Телеграме, говорят, ошивается. Так, ну давайте, друзья. Сколько у нас еще время? Еще у меня час есть пообщаться, Деон. Так, Деон. Хасагу. Сагу иру эл царашек. Ахо орду адуйцек дуаш доце. Марда, стенца ханцарелла. Ну когда же мы будем делить наши деньги, Бо Аслан? Не знаю, салам из Баку, салам. Да, у меня есть в Твиттере. Откуда у тебя столько ума? Бразилянчик, все нормально. Так, Асан, ну когда ему делить наши деньги? Казахстан на связи. Так, Казахстан. Аслан, ответим, где был во время войны, кому нужен, тот знает. Да мне как-то все равно, что он там думает, его вопросы, его ответы. Болтса беш, аш рахметик цахал. Цаасан. Ты что хочешь для чеченцев? Ты что хочешь для чеченцев? Я для чеченцев хочу права человека, я хочу, чтобы у чеченцев были. Аслан, с тобой на ТикТоке выходил на эфир молодой парень. Да, выходил, Леля, был такой парень. Есть он. Да, Алмула, родная война, да, Алмула. Асан, из цикла «Кто не понял, тот понял». Асан, что думаешь, русским удастся взять Бахмут? Я думаю, не удастся. Я думаю, не удастся. Только даже исходя из того, что сейчас уже Пригожин уже начал скулить, что в Африку переберется и так далее, что у нас не получится, я думаю, не удастся. Дерез ход асла масера дуэрвай дал сиар тацболар аноним щуболи. Тут разные, я, извините, перехожу на чеченский иногда, но сегодня я договорился говорить на русском языке, поэтому будем говорить на русском. Тут заходят люди разные, тут чушь несут, и вот оскорбления и так далее. Так, аноним идем. Как можно своих чеченцев от русских? Нужно суд над ФСБ и над ГРУ провести. Вот и все, и мы будем свободны. И все прихвостни, которые им служат, должны будут нести ответственность. Асан, как вы думаете, когда закончится война в Украине? Я думаю, в этом году война в Украине закончится. Она не закончится в самой России, вот эти события, но вот на территории Украины, в Крыму, на территории Донбасса война закончится, и Украину в этом году, без сомнения, даже я, ну, конечно же, знать не могу, и война есть война, события разные разворачиваются, и всякое может происходить на войне, но я думаю, что
ближайшие месяцы, недели, месяцы Украина пойдет в контрнаступление, и русские будут сдаваться. Потому что русские уже не хотят воевать. Уже, ну, это они уже поняли. Просто они сейчас из-за того, что вот эта пропаганда и вот эти понты, которые были, вот из-за них еще вот по инерции русские еще идут воевать. Больше не пойдут. Я уже чувствую, вижу, ощущаю по своим наблюдениям, что русские уже просто начали понимать, что их просто лоханули очередной раз и очень жестко лоханули. Очень жестко. Потому что гибнут-то и русские в первую очередь там, если для русских, если молодые мужчины, которые должны быть, ну, как бы продолжателями рода там и так далее, и так далее. Поэтому для русских это в первую очередь это для русских удар. Конечно, не из-за того, что они стали добрыми, они любят, уважают там права человека, международное право, территориальную целостность Украины, там, я не знаю, уважение к человеческой украинской жизни, ничего подобного. Просто уже выдохлись, они уже все, они поняли. Это год войны, это очень многом говорит. Один год войны, тем более с такими пошеями, которые они получают. Поэтому, как только Украина пойдет в контрнаступление, русские будут сдаваться. Я абсолютно в этом убежден. И это будет самое верное, что они будут делать. Просто сейчас вот по инерции, как я сказал, они держатся. Уже все. Хана им. Так, спасибо, спасибо. А сам про Рубати есть новости? Я не знаю, ТикТок, чувак. Иногда натыкаюсь на нее, ничего не знаю. О Мичеру. Бо куда? Цель Мичеру, Боаса. Сокотурю, цель. Ты сейчас говоришь, что Россия проиграет, но чеченцы тоже умрут. Зачем ты такие вещи говоришь? Мансур, ну, во-первых, если Россия проиграет, это не значит, что россияне или русские все умрут. И чеченцы умрут, оккупированные, захваченные, заложники фашистской России. Во-первых, даже если бы всех русских украинцы зашли бы и вырезали бы, то они чеченцев не тронули бы. Потому что мы их друзья и союзники, и мы воюем на стороне Украины. Есть оболваненные просто продажные предатели чеченского народа, которые воюют. А есть настоящие чеченцы, которых очень много, которые тысячи чеченцев воюют на стороне Украины. И в этом плане, как бы, за чеченцев можешь не переживать. А так и русских никто не будет вырезать. Украинцы соблюдают международное право, украинцы соблюдают правила и обычаи ведения войны по большей части. Поэтому ты можешь за это не переживать. Русские просто уберутся с чужой территории и выплатят компенсацию. Выдадут своих преступников, Путина, Патрушева, Шойгу, Бортникова и других мерзавцев и подонков. И все, будет суд, и все, и никаких проблем. Русские будут счастливы. Если многие русские понимают, что это будет им во благо. Поэтому никаких проблем не будет, что там русскими, с чеченцами что-то, ничего не будет. Так, сам себе веришь, конечно. Давай наспор такого не будет. Давай на что спорим. Ты правый, мы в войнах и чипать не будем, а только тех, кто против нас воевал. Кто против вас воевал, уважаемые украинцы, мы будем брать их и привозить их вам в Киев, в Львов на суд. Отвечаю. Всех до единого, кто выстрел сделал в вашу сторону Украины, мы за шкирку привезем и отдадим. Судите. Прятаться они у нас на нашей земле не будут. Так. Сейчас Германия Вецел Вехтер Марда Столчел. Så då Milu. Рича Сега Вецеро Хаал.
Так, вейши лулу маутах со очхойру. Маш вовель. Ну, лучше не говорить Асан, хомилу мичару. Это мой канал проверяется постоянно под контролем террористов ФСБ. Будьте внимательны. Ваша безопасность, друзья, в ваших руках. Что такое? Вот, появилось. Так, салам алейкум, алейкум ассалам. Так. Хам абуцы буцасу, хамцы бионит. Хамилу маслен дагайта. Добрый вечер, Асан. Рад вас видеть. Всех благ чеченскому народу. Осталось чуть-чуть. Добрый вечер, Эдуард. Да, я очень на это надеюсь. Очень-очень. Хорошенький парень, умный. Как его дела, не слышно о нем. Да, леди, я тоже в последнее время не вижу его там в ТикТоке. Видео у него раньше появлялись, что-то сейчас его нет. Витаю, Савош, витаю, хомилу алайцун. Бехаз гамилш цадеш. Так, почему Украина сдает РФ чеченскую, доводит за Украину? Здравствуйте, Асан. Вы помните тот день, когда ваша боль за чеченский народ сменилась праведным гневом, и вы начали бороться за свободу своего народа? Здравствуйте, Кампан. Я не понимаю, о чем вы. Я за свободу своего народа и сейчас не борюсь, если честно. Я борюсь за права человека, за права чеченцев. Но это связано и со свободой в том числе. В 17 лет я поклялся на Коране, что я не сверну с этого пути. В 17 лет. Я не сворачивал с этого пути. Да, я немного что делал на этом пути в силу своих возможностей, но никогда не предавал идею свободы и прав моего народа. Вначале это было так, а вначале я не понимал, если честно, многих вещей. Потом я понял, что нам свобода нужна для прав наших народов, для моего народа. Вот как-то так-то. Хаала хайце ала Украине, сон ты во Украине, сон ты во итон. Хаала Аллах вору дунчца бош. Вот оса гума боя. Давай, скажи просто, как тебя зовут. Уруацо милиц, азмасан хала, дуаш моделлаон. Ты потом скажешь, вот смотри, это же запись идет, у записи есть. А я нахуй номер яет. Хайце ала свик. Номер, хаял. Номер ел сагвацо, хайце ала просто. И все. Дефас камел цедеш, номер я идти. Хамилу, со уйру бош, аж усаги йойтас номер. Хайце ал, сагвала. Вот и все. وقبيلش يشوا أصحون الدنيا قتر دون أصحون شيرا ميريون أصوير ملو ميروات قتر دون بروست هايتسا أنا إفسو مليتي ديق أز قميلش تديش سو هروي سو مليتي غوروي أس أوكرائينيا قاستر دوي نوحчичу قاستر تسا أنا просто هو разницу мича قاستича и все. Какие вопросы? Назовись имя, я такой-то тут-то, пускай ко мне подойдут, я в Украине, я в Берлине, я здесь, я там, скажи, и все, какие вопросы? Болтун Алмайорил. Вот как-то так, компания, если отвечать на ваш вопрос. И я выехал, если развернуто более сказать на то, что было, я выехал из Москвы, когда уже началась война против Украины, я понимал, что Россия идет против цивилизации, и эта война уже усугубляется. А я находился постоянно под колпаком ФСБ. Я уверен, у них есть видеозаписи, аудио, фото, потому что они меня постоянно окучивали. Я знаю, чувствовал, ощущал это все. Подсылали ко мне людей, и потом я узнавал разные вещи об этом. И вот
таким образом я понимал, что меня, ну, мне угрожали, меня предупреждали, нападали, да, много чего было. И я в итоге подумал, что настало время мне уехать. Мои родители жили в Германии. Я подумал, надо уезжать, потому что меня посадят или убьют и так далее. А так я всегда был за свободу и всегда был за права своего народа. Вот я сейчас борюсь за права. Свобода, ну что такое свобода? Человек свободен. Человек, который живет сейчас в Чечне, в принципе, если, ну, раньше мог получить загранпаспорт, он становился, выехал в любую страну и стал свободным. Но прав он там в Чечне не получает. Вот в этом плане нам свобода нужна для того, чтобы у нас были права. Вот такие. Важно, что вы об этом сказали. На одном эфире задавал вопрос с сожжением Корана украинцев. Саид Измаилов записал видео про это поводу. И еще те твари, которые жгли Коран, говорили на ломаном языке с акцентом. Важно, что вы об этом сказали. Да, леди, ключи ему дать. Хорзум, я об этом говорил. И я согласен с тем, что вы тут пишете. Конечно же, это делают провокаторы из России. Это сделали. Ни один украинец так не сделает. Даже исходя из того, что сейчас идет война и каждый штык на вес золота. И поэтому именно они не показывают лицо. Понимаете? Если бы они бы это делали бы, там, показывали, они, россияне, показывают, что они там с пренебрежением относятся к исламу, там, к мусульманам, к Корану, они бы показали бы свое лицо. Это специально делается провокация. Сейчас вот это делается для того, чтобы, конечно же, это провокация. Я об этом говорил. Так. Вовше, чего датство. Боже, храни Израиль, во Амирс. Аслан, за нас не надо отвечать. А кто за тебя отвечает, бродяга 95? Кто за тебя отвечает? Я тебя назвал? Я русский акцент ни с чем не спутал. Хорзом, ну там мог быть ведь и на самом деле человек, который и носитель украинского языка. Это сути не меняет. Просто вы подумайте, просто, да, акцент это дополнительно то, что вы поняли. Это как бы дополнительно в копилку того, что это были не украинцы. Но это мог быть человек, который хорошо говорит на украинском языке, даже иметь родной язык украинский, это мог быть. Но сам факт, кто это делал? Лица не показывают, специально провоцируют. Ну, понятное дело, что это делается для того, чтобы рассорить. Потому что на самом деле на стороне Украины объединились мусульмане, христиане, иудеи, христиане всех причем толков. Причем даже христиане те, с которыми украинцы раньше враждовали. Возьмем поляков, допустим. Уже все, уже братья, как говорится, нет худа без добра. Все то, что в прошлом было, уже забыто. Сейчас новое время, новая реальность, и нужно объединяться, чтобы бороться против общего врага. И знаете, у нас в исламе, в Горзум, вы, наверное, об этом знаете, настанет время, когда все религии объединятся и будут сражаться против абсолютного зла. И вот это время, мне кажется, наступает. Вот сейчас вот в рядах украинцев люди молятся Иисусу, молятся там Аллаху, молятся там другим по-своему богам. Поэтому это очень интересное такое событие. Причем это все делается добровольно. Никого насильно не собирают, ни за деньги никого не гонят. Все делают добровольно. Слава Богу, что есть возможность вооружать, обеспечивать и так далее. Но это уникальный случай. В истории такого случая, наверное, никогда не было. Чтобы вот так все народы
независимости от религии, объединились и сражались. И ни один украинец так не поступит. В данном случае, ну сами посудите просто. Просто из логики, если исходить. Для чего? А если ты поступаешь так, ну покажи лицо, вот тут один ко мне заходит, угрожает меня убить. Вот такой же типа чувак. А кто он? Никто. Все работают на русских, кто так себя ведет. Вот и все. Ассаламу алейкум из города Костанай, Казахстан. Ва алейкум ассалам. Так. Мардуя. Умбара. Так. Здравствуйте, ассаламу алейкум, я русский, почему вы во всем вините всех русских? Волк, здравствуйте, ва алейкум ассалам. Смотрите, я писал, мне русские писали, из ВСУ русский мне парень есть, он у меня тут подписчик, Иван его зовут. Писал мне тоже, вот приблизительно говорил то же самое, почему во всем вините всех русских. Я не виню всех русских, я виню русских империалистов. А таких на России большинство, к большому сожалению. Смотрите, у нас был вот пример, живой пример, недавний пример. Некие предатели из чеченского народа начали вместе с русскими угрожать Украине, пошли воевать в 2014-2015 году еще. И в этот момент мы, чеченцы, наши представители, наш генерал Иса Мунаев сразу же собрался из Европы, из Швеции, по-моему, и поехал воевать в Украину, где он погиб, как мы знаем. Так вот, мы на каждом углу кричали, кричим, вот сейчас мы успокоились, потому что украинцы приняли нашу позицию и перестали называть кадыровцев чеченцами. Так вот, мы защищали не свое личное имя, не Аслан Арцуев там или кто-то там, Иса Мунаев свое имя. Мы защищали имя своего народа, что чеченский народ не воюет против Украины. Чеченский народ за Украину. Мы это долго, нас украинцы, а среди украинцев есть и те, кто нас не очень любит, я прямо скажу. Есть те, кто работает на русских среди украинцев. И начали вот это распространять, вот эту ересь, что чеченцы воюют против Украины. Так вот, мы берегли свое имя, как только могли. У вас проблема намного сложнее, потому что кадыровцев, предателей чеченского народа, прорусских, пророссийских, 5%, 10% наберется. Оболваненных сейчас пропагандой до 10 может наберется процентов. И то большой натяжкой. У вас же вопрос стоит ровно наоборот. У вас имперских, антицивилизационных русских 95-97%. И только 2-3% у вас выступают против этой войны. Если это не так, то с первых дней войны, еще с 2014 года, мы должны были это увидеть. Но мы этого не увидели. Я личный свидетель этому. Я жил в Москве, я все это наблюдал. Я наблюдал, как люди сходили с ума по Крыму, как они наш Крым там, в который никто никогда не говорил про этот Крым. И вот в этой ситуации я, например, когда говорю русский, я не вкладываю туда этническую принадлежность русского. Русский вообще как таковой национальности нет. Как, ну, есть она уже сформировавшаяся национальность. Ну, как американцы, например. Американцы объединились как свободные люди и стали называться американцами. Ведь нет такой национальности американцев. Там есть англичане, итальянцы, китайцы, японцы, все кто угодно, мексиканцы, но нету там такой национальности. Точно так же и русские. Только там объединились под эгидой свободы, и они привержены этой свободе. Там свободные люди живут. А в России объединились под насилием, угрозами, убийствами, садизмом и так далее. Вот так образовалась русская нация. Так вот, у этой русской нации, русского народа, есть такая особенность, как империализм.
Такое свойство у них есть, у вас есть оно. Вот кто им не болен, их 2-3-5% наберется. Вы не возражаете, когда уничтожают целый народ, чеченский народ. Просто его вырезают. Вы не возражаете. Если вы справляетесь, ваша армия, ваша спецслужба справляется с этим, то все отлично. И когда я вам говорю, вы же нас убиваете, я жил в России, я всегда говорил с вами на эти темы, с русскими, вы же нас убиваете. И самый нормальный, адекватный русский из самых нормальных мог мне сказать, ну если не мы, то придут американцы или турки. Какая вам разница? Вот это было объяснение, что если не мы вас убьем, то вас убьют турки или американцы. Вы же нас бомбите, мы вам говорим. Вы же умрете с голоду, говорили. Если мы отделитесь, вы умрете с голоду. И чтобы мы не умерли с голоду, нас засыпали бомбами. Потому что голод это, видимо, такая жестокая смерть. А от бомбы полегче как-то. Наверное, поэтому. И вот это ваше все накопленное, я подразумеваю, еще раз, не этническую принадлежность русских, а политическую. А политическая русскость обозначает, что русский человек, который имперец, который хочет чужой земли, завоевать чужие земли. Понимаете? Вот почему все это происходит. Почему я не вижу, да, есть русские, которые сражаются. Вот, например, Иван, который я вам сказал, подписчик мой. Он и в ВСУ находится. Вот, по крайней мере, он так говорит. И говорит, я в ВСУ, почему ты к русским так относишься, он говорит. И вот я с ним разговаривал, почему Дудаев так сказал про русских, он говорит. А заметил, Дудаева жена была русская. И он с ней не развелся, когда уже воевал, сражался. Ты русская, ты плохая. Нет, дело не в этнической принадлежности, дело в политической принадлежности. И если вы против этого империализма, то вы заявите об этом, как мы заявляем, что мы не имеем отношения к кадыровцам. Мы категорически против тех чеченцев, которые за русских, которые за империю. Вот и все. Вот в чем проблема. Но у вас проблема тяжелее. У нас 95% нормальных чеченцев, а у вас 95% имперцев. Нам легче будет переварить эту кадыровщину. А там не только кадыровщина, там ФСБ, ГРУ, там старая советская номенклатура, я их постоянно разоблачаю, говорю об этом. Но мы сможем переварить, а вы 3-5% нормальных русских сможете переварить эти 95%? Не сможете. Не сможете. И это показала история. Из 2014 года захвата Крыма, и война в Чечне, и война в Грузии. Для чего вы воюете? Почему на вас нападают? На большую, самую большую страну в мире, ядерную державу, нападают страны такие, как Чечня, такие, как Грузия, такие, как Украина, которая хотела на вас напасть, и вы тут их опередили. Почему всегда на вас нападают страны, которые слабее вас? Намного слабее. У Чечни вообще, у нас, у чеченцев нету ни оружия, ни заводов по производству оружия. У нас 170 километров длина нашей республики. Меньше вашей Москвы, Московской области, наша Чеченская республика. Вот в чем вопрос, Волк. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Есть где-то нормальные русские, но мне такие еще не встречались, говорит. Но искренне верю, что они где-то есть. К нам, как бы ни звучало, понаехали, извините за выражение, нагадили, делов наворотили. А теперь спрашивают, почему их не любят. Вы подумайте, что вы творите. Да? А я виню всех русских. Кого мы должны винить? Вот же наглость, говорит Хорзов. Сейчас, конечно же, Хорзов, по-другому и быть не может. Сейчас разбираться, кто хороший русский, кто плохой русский, ни вам, ни нам, чеченцам, у которых страна оккупирована, нет возможности. Но опять же, мы должны не переходить рамки, оставаться людьми. Потому что тот же, например, я вот уважаю Бориса Стамахина. Русский человек, москвич.
Но я уважаю его за его принципиальную позицию. Я уважаю людей, которые с ним общаются, его поддерживают, которые его соратники. Это русские люди. Не все там русские, ну, неважно. Россияне, которые понимают это все. Я уважаю Сотника Александра. Вот мне кажется, этот человек очень искренний и профессионально работает, делает свою работу. Но такие русские не нужны русским. Понимаете? Когда Стамахину дали 10 лет, русские не выходили массово на митинги. Потому что это совесть русских, Борис Стамахин. Он живой, правда, совесть после смерти должен быть, человек признан быть. Ну вот, я его называю таковым сейчас. Хотя я не согласен с его вещами некоторыми, особенно что касается там ислама, там некоторые вещи у него проскакивают. Ну, это его позиция по этому поводу. Этот человек заступается. Он там с Азербайджаном, с Арменией тоже позицию занял, с которой я не согласен. Неважно. Мне важно, что человек думает о русских. И если бы русские ценили бы его, этот человек, как Стамахин, и тот же Сотник, много могли бы сделать полезного для русских. Русским нужно раскаяться, нужно остановиться, в конце концов, провести иллюстрацию, суд над бандой ФСБ и ГРУ, которые убивают русских. Ведь русские, путинские, патрушковская, вот эта банда пришла к власти, взорвав русских в домах своих. И когда ты рассказываешь, что Путин террорист, убийца, преступник, русские думают, что я это говорю, потому что он русский, а я чеченец, и мне что-то там не нравится Путин. Но он же вас убивает, русские, вы вообще об этом думаете вообще? Он завтра ваш дом взорвет. Он отправляет сейчас в Украину воевать русских, только лишь для того, чтобы выиграть немного время, торговаться там с Америкой, Западом, с Китаем. Договариваться, тянуть время, на истощение там пробовать там как-то. Ему плевать на всех, кого он посылает. Всех, кто туда едет воевать, лохи, быдло, без преувеличения, без всякого наговора. Самое настоящее быдло и лохи туда едут воевать. Вначале ехали за большие бабки, думали, сейчас прокатимся, заработаем бабосов, там все такое. А сейчас и бабосы не платят. И уже и не так, как было. Вот такие вот дела делаем. Ладно. Это мы с голоду умрем. Что-то по мусорным бачкам мы никогда не лазили, даже во время этих бомбежек. Валейк салам, Амзат. Да, это верно. Мистер ААРСГ. Я не знаю. Это два сапога. Добрый вечер, Украина. Добрый. Цедеста нас мара. Ва сагатте шумо. Ва алейкум ассалам. Цедеста. Инца. Китхамину аттила иштивтва. Путин маньяк и людоед. Совершенно верно. Спасибо, Алис. Ассаламу алейкум, ассаламу алду. Ва алейкум салам, Ахмедович. Лик Дудал Бухаста. В Чечне остались люди, поддерживающие Джохара Дудая. Сколько процентов? Не знаю. Все чеченцы хотят быть свободными. Все. Понимаете? Все чеченцы хотят быть свободными. Кто не за Россию, все хотят. Кто не на подкормке у России. Уважаемый дядя, я не с России, просто из-за кого-то все же не виноват, все же не виноваты. Не виноваты все, не виноваты, Волк. Я думал, вы из России, но не в этом же дело. Вот я же говорю вам, у меня есть подписчик, Иван его зовут, он, ну, по крайней мере, ник у него. Он говорит, что он с Украины, с ВСУ. И тоже ему неприятно, что говорю. Я говорю про русских, другие говорят про русских. Украинцы сейчас, как мы знаем, говорят про русских не очень лестно.
Но для этого, чтобы этого не было, нужно объективно что-то делать, должны появиться какие-то русские. Не какие-нибудь там Ходорковские, Каспаровы там, и другие там Фейкины и Гудковы, КГБшники и все связанные с ними. Не они. Настоящие русские, свободные, которые не связаны с КГБ, которые не управляются КГБ. Свободные русские должны появиться и сказать: мы русские, мы заявляем о себе. Но нет такой силы, понимаете? А мы, знаете, какую, даже можно сказать, панику навели, когда кадыровцы поехали в Украину. Мы на каждом углу трубили, везде писали, мы орали, я лично этим занимался. И я свидетель, что этим занимались тысячи и тысячи чеченцев. Просто где уместно и неуместно мы подчеркивали, что нет, мы не за Россию, что мы за Украину. И так даже те, кто не за Украину, имеется в виду, натерпелись от Украины тоже, потому что долгое время Украина помогала нас выдавать России, фактически СБУ, как мы знаем, глава СБУ сбежал в Россию, МВД Украины сбежал в Россию и так далее. У нас есть много чеченцев, которые очень недовольны. Были, по крайней мере, много чеченцев, которые очень говорили, что русские, что украинцы против нас выступали. Всегда. И выдавали нас и так далее. И воевали даже украинцы. Тот же Буданов, например, самый известный. Он выходец с Донбасса. И были чеченцы, я к чему это говорю? Чеченцы были, которые не за Украину. Но как только кадыровцы пошли воевать против Украины, они стали за Украину. Потому что мы берегли свое имя. Мы могли бы тихо сидеть мирно. Да ну, на эту Украину, да ну там, на эту Россию и сидеть себе тихо. И что получилось бы? Получилось бы, что Чечня воюет против Украины. И это осталось бы в истории пятном на всех нас. Вот о чем я говорю. Мы бережем не только свое имя, но и своего народа имя. И если вам не нравится, что вот за всех русских так говорят, делайте русские. Нас вот столечко по сравнению с вами. Но мы делали так громко, что нас слышали все. И все украинцы перестали говорить про нас. Начали кадыровцев называть кадыровцами, а чеченцев чеченцами. И честь и хвала, спасибо им большое. Дякую я им за это. А вас огромное количество, хоть и мало тех, кто не имперцы. Вы сделайте что-нибудь, русские, заявите, что вот вы являетесь теми русскими, которыми не имперцы, которые за русских. Но в голове русского не укладывается, как можно быть не имперцем. Ну как можно отпустить Татарстан, как можно отпустить Якутию. Может так русский говорить? Он предатель, он враг сразу же в глазах русских. Если он говорит, что Якутия должна жить свободно, и свои алмазы она должна сама продавать. Татарстан должен жить как хочет, там, я не знаю, Бурятия должна жить как хочет. Скажите такое, русский, скажи такое, любой русский. Все, ты враг, ты предатель русского народа. Это говорит об империализме русских. Понимаете? А мы, чеченцы или украинцы, мы не хотим ничего чужой территории. Мы не захватывали. У нас в голове даже нет, что мы захватим чужие территории и будем говорить, что это наше. Вообще в голове у меня лично не укладывается. Мы захватываем там, я не знаю, Осетию, там, Дагестан, Ставрополь. И говорим, теперь это, хотя это наше. Ставрополь это наша территория, если честно. Это вы у нас ее захватили. Ну, допустим, я какую-нибудь, условно говоря, захватываем какой-нибудь Ставрополь, там, Осетию, и говорим, все это наше. И выходит чеченец и говорит, как это ваше? Это же он русская, Ставрополь, ну, она наша, ну, допустим, как будто она ваша. Выходит чеченец и говорит, ты что несешь? Это же русская земля или осетинская земля, Осетия. И мы говорим, ты что, ты предатель, ты что, не чеченец? Как ты можешь такое говорить? У нас такого в голове даже не укладывается, а у вас это укладывается. Вот в чем вопрос, друзья. Вот что нужно делать. Не просто, вот то, что тебя задевает, это хорошо. Что вот ты говоришь, что вот русских туда-сюда. Это хорошо, что тебя задевает. Ты начинаешь уже понимать, что тебя коснулось. Когда раньше вы уничтожали чужие народы, и у вас это получалось, это тебя не касалось.
Великий русский, у вас атомное оружие, сарматы, там бомбы, вас все боятся. Даже если ты живешь там в Казахстане, в Украине, неважно, в Германии ты живешь. Это вас устраивало все. А как только начали уже все русские плохие, ваша литература, ваша культура, ваше искусство запрещается, все, вас начали ущемлять. Мы и так живем, и мне 45 лет, всю свою сознательную жизнь я живу так, как сейчас к вам начали относиться. В России я так жил. Я выходил утром с дома, нужно было по делам поехать, вернуться. Я возвращался ночью, 30 минут туда, 30 минут обратно, час мне времени нужно было. Я утром выходил, ночью возвращался. Потому что на каждом углу меня останавливали, полицию доставляли, отпечатки, фотографировать, посиди там в обезьяннике, заплати 100 рублей и так далее, и так далее. К вам так не относятся пока, по крайней мере. Вот что значит, если вы не хотите, чтобы вас, я вас понимаю, если вы так не хотите, сделайте что-нибудь, русский, заявите о себе, уберите этих КГБшников, какие-то Гудковы, какие-то Пономаревы, какие-то Фейкины, Ходорковские, это все гибня, это ваши кровопийцы всех российских народов, КГБ и ГРУ, в основном ФСБ, вот это КГБ. И это ГРУ подчиняется, хотя у них очень много своих есть кадров, которые совершают разные вещи. Пьют кровь вашу, всегда пили, они захватили всю советскую собственность. Сперва отобрали у нас всю собственность, раскулачивали. А потом они через 70 лет все вот то, что мы накопили, как рабы, наши отцы и деды работали, чтобы создать вот эту советскую собственность, они эту собственность себе прибрали. И стали новыми дворянами, уже себя называют новыми дворянами. Тогда вопрос, что-то нужно с этим делать? Нужно. Или тогда вы должны, я не знаю, это очень сложный вопрос, это русским решать. И я не вижу, что кто-то решает. Появляются русские, которым не нравится. Им не нравится оккупация Украины, даже вот ВСУшник русский, и там их много таких русских, которые воюют. Они гибнут, они страдают, холод, голод, голода нет, но холод там, все такое есть. И им это неприятно. Это хорошо, что им неприятно. Значит, есть нормальные русские, думающие русские. Нужно как-то разделиться. Мы, например, назвали кадыровцами своих уродов, скажем так, из нашего народа. А у вас 95% этого уродства. Вот это вот очень сложная задача. Русским ее придется решать. Создавать свою русскую республику, где живут русские. И это может показаться кому-то оскорбительным, но это единственный выход и спасение для русских. Понимаете? Ладно. У меня еще 10 минут, я с вами посижу, да. Так. Ну, в 2014 году разве русские громили Украину? Разве на Донбассе жили не украинцы? Ну вот, Волк, все, что ты сейчас говорил, или это не ты был? По-моему, у тебя другой ник был. Ты, по-моему, другой Волк, да? Не буду сейчас тогда. Ну, ты бред сейчас, вот, не знаю, какой ты тут Волк. Но в 2014 году русские террористы зашли на чужую территорию. Террорист Гиркин сам об этом рассказывает. Поэтому все вопросы к террористу Гиркину. Если бы русские террористы не вошли бы туда и не начали бы там качать, вооружать и захватывать полицию, там, перенимать на свою сторону разных слабых ментов, там, СБУшников и так далее, а хотя СБУшники там многие, в Крыму, по-моему, почти все остались и не перешли. Поэтому, мне кажется, ты вообще сейчас чисто этот ГБшный нарратив говоришь. Они платят налоги, на которые делают бомбы и ракеты. Какая разница, что они поддерживают, а что нет. Ну, это тоже правда.
культура русская действительно вызывает вопрос. Много плагиатов, в том числе у Пушкина. Так, русские никогда ничего не решали и всегда были расходным материалом, а сегодня уже отработанный материал. Ставрополь надо делить между Дагестаном, Чечней, Ингушетией и Осетией, а Краснодарский край между черкесскими народами, балкарскими. Я не знаю, почему нужно делить между Дагестаном, Ингушетией и Осетией Ставрополь. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь. Если у кого-то есть претензии территориальные к Ставрополю, у Осетии, откуда они могут быть еще. У Дагестана, наверное, я не знаю, есть или нет. Но у нас есть территориальные вопросы по поводу Ставропольского края и других территорий, которые имеются. Сейчас я о них говорить не буду. Но это наши земли, которые рано или поздно нужно будет в соответствии с законом цивилизованно вернуть. А то, что сейчас там дагестанцев много живет в Ставрополе, наверное, специально их туда заселяют, чтобы чеченцы потом не могли вернуть эту землю. Но нас это как-то не остановит. Если это наша земля, по закону мы все вернем. Так, более подробно про Фейгина, Гудкова можно? С фактами, конечно. Конечно, заходи ко мне на стрим следующий, я тебе расскажу с фактами. Ассаламу алейкум. Ичкерия за какую идеологию? Ва алейкум ассалам. Что значит за какую идеологию? Так, русские не хотят русскую республику, шовинизм, империализм, русские заставляют захват чужие земли. Русские не хотят русскую шовинизм, империализм русских заставляет их захватывать чужую землю. Да, если убрать у русского русский империализм, что у России нет границ, что Россия, она там великая, что там все должны говорить на русском языке, что там у них какая-то великая береза, великая культура, там еще что-то. Если вот это все убрать, то не остается русского, остается нормальный человек. Понимаете? Вот и все. Вот и все. Мичо, Мичо, Амоведо. По-моему, русская земля это Москва, да. Да и то, наверное, не русская, да. Друзья, я тогда, наверное, закончу свой стрим. Сегодня не запланированный. Завтра, может, тоже я выйду в это же время, а вечером завтра вечером будет на чеченском языке стрим. Ну, здесь вопрос кто-то пишет, провокатор, который говорит, что не буду я тебе отвечать, да ну тебя со своим бредом российским про ДНР, ЛНР. Все, ладно, друзья, всего хорошего. Все будет Ичкерия, слава Украине. Ифтар через 5 минут, да, через 7 минут. Да, Фрея, просто поболтали, да, он был всем. Дерзкие ночи. Была свободная, да не об этом речь все равно. Нету такого языка или народа лугандонского, а есть чеченский народ и так далее. Дух даризам. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адикюэль Маш.